А? Дети, видишь? Ой. Здесь вот бунт настал. Самый лучший музей 2008 года. И необходимость строительства такого музея возникла по нескольким причинам. Во-первых, конечно, та экспозиция, которая находилась в Кадриорском дворце. Ну что ж, мы на третьем этаже. Давайте будем проходить. Теперь я первая выйду, чтобы меня сходило. Ну, в этом первом зале у нас представлено искусство барокко работы середины XVIII века, и сразу нужно заметить, что если в Европе уже другие были стили, у нас еще все это задерживалось, это относилось и к архитектуре тоже, то есть пока эти стили доходили, проходило какое-то время. И это время, когда у нас здесь 5% населения составляли прибалтийские немцы, и многие художники были проездом, например, из Дании, из Германии, к императору на службу. Какие-то сюда приезжали, так скажем, родственные связи связаны. И, конечно, это пасторы, которые были уделены именно обществу прибалтийских немцев, и они составляли 5% от населения истории. И здесь мне хотелось бы, конечно, представить художника Карла Тимофеевича фон Нефа, потому что он может стать первым художником, который писал эстонских крестьян, эстонских женщин. Вы видите, женщины с ребенком в национальной одежде, но он такие идеалистические образы писал именно эстонских крестьян, потому что одежда, видите, она как бы из шелка, шелковая, которую не носили, то есть одежда была из натуральных тканей, сами ткали из шерсти, из одежды. И очень часто эти картины тиражировались, и было престижно в каком-то из, так скажем, домов прибалтийских немцев повесить такую картину. И прибалтийские немцы во второй половине 19 века. Это дипломная работа Кёллера. Геркулес, он будет использовать трехглавую собаку Цербера. Сам сюжет этой мифологии состоит в том, что он был сыном Зевса, Геркулес, и он же женился на, так скажем, не на богине, на простой женщине, и богиня Гера, она его очень ревновала, и она навела на него порчу. Он, так скажем, какое-то время лишился ума. И он в таком порядке убил свою супругу, своих детей, и он должен был исполнить свою вину, он должен был совершить 12 года. Один из работников как раз было вывести эту страшную собаку, самую тяжелую, которая исполнение. Он писал религиозную тему, был репрезентативным художником, был еще один представитель картина Литвиника Кареля.
скажем, люди в Германии жили тяжело, многие женщины занимались проституцией, оголились вот эти все пороки. И экспрессионизм пришел и к нам. И я что еще хотела заметить, что наши художники эстонские между Первой и Второй мировой войной, они меняли вот эти вот стили живописные свои, ну, наверное, как и многие другие художники, а некоторые оставались верны тому стилю, с которого начинали, об этом мы еще поговорим. Здесь просто можно пройтись, посмотреть. Вот очень известная картина Пекарена, она такая, видите, немножко загадочная, немножко, может быть, чуть-чуть гнетущая, вот эти вот дома нависающие, вот как стрела, такая труба красного цвета, прохожий здесь шел, молчание. Хотелось бы еще завернуть, чтобы вас познакомить с Лирой, с нашим историческим графиком. И он тоже он был архитектором, у нас есть дома, построенные по его проектам. И проблемы были у этого художника только в том, что у него часто было нестабильное такое душевное состояние. Он был больным человеком. Сначала это не проявлялось особенно, и он очень любил с детства зверей, он часто писал, то есть журналистом, можно сказать, был. То есть он писал и собак, и лошадей, учился в Петербурге, в мастерской УГО, учился и в других местах. И у него, когда он учился в Москве, была возможность ходить на ипподром, в зоопарк, где он уже, так скажем, очень хорошо изучил животных и писал позже по памяти. И здесь ему представлены некоторые работы, и здесь есть... Да, мне понравилась эта здоровая выставка, конечно, из собрания. Делаешь, у нас тогда зал выделен на помещение, на такие, с одной стороны, это хроника, где у нас фотографии присутствуют, здесь тоже уже этого времени, а с другой стороны уже картины представлены. Здесь у нас плакатное искусство. Вот нужно сказать, что в Эстонии до Второй мировой войны никакого плакатного искусства не было. Это веяние, так скажем, социалистическое. И стали сюда завозить плакаты, и здесь тоже писались плакаты, они такие были пропагандистского толка, эти плакаты. Обычно три тематики какие были на плакатах. Первое – это ужас буржуазного общества, то есть то, что нам неприемлемо. Второе – это наши пороки социалистические, которые нужно было бичевать. И третья тематика – это, конечно, приглашение к соцсоревнованию, так скажем, к победе коммунизма, социализма, то есть мы должны активно трудиться, работать, все участвовать в этом процессе. И здесь представлены некоторые плакаты, как раз, которые касаются... Нельзя ездить, например, по Таллину через Надо. Здесь как раз видим, как дети собрались, занимаются какими-то кружках. Здесь показано, все возрождают, когда все ходили какие-то кружки. Перевод, то есть просто писали военных, писали, вот девочка здесь тоже в поле, да, отличница, в поле, да, поле, изобразили эту отличницу. Вот так что в процессе, и в трудовом процессе. Но есть картины, которые, так скажем, показывают немножко нереальные события, потому что если посмотреть картину Каруса,
особо-то устраивать, потому что та тематика простая, которую она брала для своих работ, она такие цвета, кстати, тоже присущи для них. А это вообще без головы. Это называется искусство. Режут глаз. И здесь таким эротическим подтекстом картина. Здесь у нас картина Эрна Петроса, где он как бы эротику женскую противоставляет эротике мужской. И здесь у нас, видите, мужчина с женщиной в обнимку. Это картина советского времени, когда у нас такое было запрещено, тем не менее, вот, человек выразил свое, так скажем, видение именно женской и мужской эротики в этой картине. Давайте с вами рождаемость уменьшалась, и вот там видите много женских, насколько знаем мы. И вот как раз куколки изображены, то есть вот эта пропаганда уже, так скажем. Тольц тоже такие коллажи делал здесь, такой известный. Вообще нужно сказать, это время, когда уже бумаг начал развиваться, и если он развивался в Советском Союзе, то есть в других республиках поп-арта не было. То есть это субкультура молодежная, и у нас были созданы, ну, так скажем, одновременно, не сговариваясь, несколько таких организаций, например, А64, наверное, вы знаете, да? АРС это у нас, так скажем, вот это я не знала. И Карел Феллова тоже, видите, здесь такие его картины написаны в это время. Они как раз возникли эти общества, которые представляли этот поп-арт. Он разделялся, кстати, на них, чьи голоса сохранились, они вот этими портретами это очень интересный зал. И там есть даже каталог, можно посмотреть. Здесь представлены такие работы именно современных. Если посмотреть из картинки, здесь уже, конечно, интересно, можно учиться, потому что если посмотреть на это, то очень такая тоже искусство, это тоже считается искусством. Я еще раз хочу сказать, что вот для меня лично, я думаю, понимание искусства, в чем состоит, я смотрю, наслаждаюсь, как перекликается с моим настроением, с моей жизнью. То есть это приносит удовлетворение и радость. И каждый встреч приезжается у нас, бывает, насколько
такие очень, сказать, аншлаговые выставки. У нас здесь была выставка недавно буквально. Это была представлена итальянская эпоха в костюмах, аксессуарах из коллекции Владимира. Ну,
Грандиозно, колоссально. Сделаем ему хороший.